Вскоре на той же улице при переходе дороги пострадал и пожилой мужчина. Его никто не сбивал, он и сам этого не отрицает. Когда стал переходить дорогу, машины стояли. Вдруг упал, при этом сильно повредил колено. Почему же сразу двое водителей? Чтобы прояснить ситуацию, вызвали автоинспекторов, знает Вероника Гайнуддинова. Кто я не знал, здесь трос натянут, я наверх смотрю, тороплюсь иду, а кто знал, здесь трос натянут, трос, я не понимаю. Тем более опоздал на работу. Он не отрицал, вроде бы виноват сам. Машины стояли, одна до пешеходного перехода, другая после. А то, что одна тащила другую на буксире и над переходом натянут трос, он не заметил. Мужчина споткнулся, упал и сильно повредил колено. Самый коленный кости ударился, вот сейчас смотрю, что-то плохо стало сейчас уже, вот это шевелиться не могу, кости это снимок сделать надо. Зачем скоро ждем? Скоро я хотел, но снимок же делать надо все равно. Водители рассказывают, понимают, что в принципе вины их тут нет. Все было вроде по правилам, аварийная сигнализация включена, да и трос прекрасно виден. Остановиться же в этом месте требовала дорожная ситуация. Но для окончательного прояснения вызвали автоинспекторов. На всякий случай позвали. А вы как, трос здесь зацепляли или просто остановились здесь? Просто остановились. Понятно. Вам не думаете, что этот штраф выпишут за то, что на пешеходке остановились? А какие варианты были у нас? Если бы он заявление написал бы. Квалифицировать этот инцидент госавтоинспекции еще предстоит. Вариантов как минимум два. Мужчина пострадал из-за собственной невнимательности, и это просто несчастный случай. Либо происшествие может быть расценено как непредоставление преимущества пешеходу. Пострадавшего мужчину госпитализировали.